Слышь, Чахморка, что? Подпишись чеки, что такое? Оказывается, он заучим. Он, представь, заходим в трусах, подписывает, что преподавателям оплатили. Мы довольно еще дееспособные. Да. Не надо. Собирайте. А вот Бекзат Байкин не будет. Авиасейлс. Арзан авиабилеттерді ылдан ізді. Здравствуйте. Қачан келдің? Ой, 2 күн болды келгеніме. А что ты не скажешь, что ты куда-то Ой, я ехала, в и себе. я тебе там все свои эти принесла украшения. Украшения. А ты так спросила, непонятно. Biz меня не вишпейспе. Biz меня не вишпейспе. Мурум байкен. Она не хочет возбуждать стариков. Нет, сюда просто с там разговором каким-то очень умным, солидным. Ну, а чуть. Садись. Ой, привет, привет. Привет. Я откуда начала курить? Ага. Я же вообще не курящая Да, была, ты и не что? пьющая. Он тебя научил курить? Да, Ну, я в его фильмах. У меня начались с того, что его фильмы, я первый фильм было... Приют для совершеннолетних. Нет, не приют, ночь, не надо, ночь была, короткометражка, ночь. Ну. С Назирой Мамбетовой. Мы там должны были играть 2 проституток, Уличные, старых, уличных, уличные. которые за стакан водки только. Дешевые путаны. И вот мы заходим, первый дубль, второй, говорит, что ты, говорит, не похожа, что ты... Ай, говорит, хуй переплетя, настоящий араховый переплетя. Ну, в общем, полстакана меня заставили выпить, опьянела, а тот Геннадий даже думал, что я хорошо сыграю, а я тут опьянела, спать хочу. Я не стропил. Оказывается, я потом узнала, оказывается, мен мас болып қалсам, сразу ұйқым келіп кетеді, как на статуа. Да. Интересно, напоминаешь, мы снимаем кино по моему сценарию, узбек фильм. И там такой есть актер, весь из себя, та-та-та. И что-то не получается, этот режиссер говорит тихоря. Ай, говорит, может, ему 100 грамм налить? Ай, хап, я хамас, я дала, это хрен. Наливает, да, наливает, он выпил. А, не ба, пришел, я на том хап. И кидает, так, остановите, дубль второй, налив только, так, что пьяный в дупель. Стоп. И такое было. Вот так там и получилось. Потом он говорит, стоп, что-то у тебя сонные глаза. Не пойдет. Теперь говорит, подождем, воду дайте ей, пусть она промоет обратно. А я на Марбайке смотрю. Ну, вспоминай. Знаете, это такой был Марчелло Мастроянни. Представляете, усы такие черные и сине-черные, шевелюра такая, глаза прямо просто горят. И как появляется Марташевич, все девушки. А Марташевич еще так всегда шутит. Волноваться начинает. Не говори, напоминаешь его. Былую жизнь и берег дальний. Сейчас он заплачет от умиления. А я говорю, Марбайке, вот весь ваш характер в ваших усах. Ой, не болды, не мына ашырдың деле мурутур, говорит. Это было прекрасное время. Это было хрущевская оттепель, да? Когда мы верили, что завтра будет лучше, чем сегодня, а послезавтра будет лучше, чем завтра. Там и так далее. Какая-то вера была, да? Мы чего-то Когда мы ждали, пели лучше. вот эту песню, помните? Птица счастья завтрашнего дня прилетела крыльями звеня. Выбери меня, выбери меня, птица счастья завтрашнего дня. Это было хорошее время. Я учился в ГИКе, тогда, да. Мен ең бірінші сахнаға сіздің спектакль Уже открывали Возмужавшие. железный Какой занавес. был спектакль? возмужавшие. Возмужавшие. Да, уже смотрели мы Пикассо в Советском Союзе, читали диссидентскую литературу спокойно уже, не прячась. Да, это было хорошее времена. Время нашей юности. Да.
Время наше время. Да, или вот закрытые фильмы, Дом кино. Нам все повезло. Это хорошие учителя, профессора были в Авгике. Потом уже я учился на высших Преподаватели, курсах. да. Те же в Гиковцы приходили к нам, читали лекции долго. Преподаватели Да, все, преподаватели. вообще в ГИТИС, Да. в ГИК, Шепкина, Да. все это были мастера высочайшего Да. класса. Они в основном С того- рассказывали, с как того и что, да. поколения. Лекции не читали, рассказывали, как они работали. И нам это очень нравилось. Кулешов, знаете, да, Кулешов, мастер немого кино еще. А. Он один из организаторов ГИКа. И у него жена была Актриса. актриса. Ну, высокая актриса. такая тоже, помню. Да, такая инфантильная Да. старушечка такая инфантильная. И вот мы когда учились, к нам мастер все время приглашал кого-то, чтобы встречу со студентами. У нас был объединенный курс. Актеры и режиссеры вместе учились, да. Куросава приедет, Куросава приглашали, Феллини приглашали. И вот однажды Кулешова пригласили. Вот. И этот Аксакал стал рассказывать, как они на заре российского кино снимали вот этими дебри, немые фильмы. И когда Ильинский, первый кинозвезда, один из первых кинозвезд там, и так далее, и он стал вспоминать, говорит, и вот это мадам показывает на свою супругу, а супруги там уже в то время было за 70, там, наверное, под 80, за 80, там, ему там уже почти 90 было. Он говорит, это мадам что-то там жало, говорит. Потом выяснилось, что вот это вот нижнее белье, как это называется, нижнее белье? Вот, Неглиже. мадам. Неглиже. Я думала, это по-настоящему Как это спрашиваю. называется? Она встает, говорит, вот такое, вот такое. Пока старуха, я тоже застал ее. Такая милая непосредственность выдающихся детей. Да? Милая непосредственность. Мы, конечно, зааплодировали это. А актерское мастерство нам Бабочкин преподавал. Бабочка, Бабочкин. И он сразу, когда пришел на курс, он сразу сказал, про Чапаева забудьте, дети. Я вам не Чапаев, я вам актер Бабочкин, актер Малого театра. Да. Самое интересное, ты вспоминаешь про Бабочкина, когда учусь на высших курсах, я написал, у меня был рассказ, потом даже один из казахских, режиссер сделал дипломную работу свою, в Гиковце, называется «Когда гибнет Чапай». И я рассказываю, как это рассказ был такой, ранний мой рассказ, и там, как мы ходили в кино. Кстати говоря, я был пионер-вожатым, а Болот Шамшеев, он был в 6 классе, пионерчик. Я его за руку водил, в Волото ходили, как Чапаев обязательно смотрели. Вот так это нравится. И вот я, значит, про эту Петьку, помнишь там этого? Ну да. А он, значит, я учусь теперь на высших курсах, я, значит, пришел, раздеваюсь, и какой-то мужик стоит, я не понял. Вот. Я говорю, а этот-то знает, гардеробщик, говорю, возьмите скорее. Я опаздываю. Ой, хорошо, профессор. И вдруг что, если черномазый, так сразу надо первым брать? Я говорю, а что это такое? Что это такое? И такое, знаешь, весь из себя. Я страшно разозлился, говорю, а вам какое дело? И поругались с ним. А кто это такой? А слушай внимательно, я говорю, поругались. А кто вы такой? А дом актеров там же, где мы учились, в доме в Москве. Да? Вот. Нет, я говорю, ну ладно, возьмите его пальто. Так посмотри зло на него, ушел. Я говорю этому, слушай, кто это? Что, не знаешь, говорит? Это он Петьку играл. Петьку играл. Чапаев, Петю. Я говорю, он что ли? Он. Чапаев, Совсем кино-то другой. Петька Оказывается, Нойновтер. Петьку, вот он, который- Петьку, помнишь, играл? Да. Как вот актера зовут? А, забыл фамилию. Я говорю, совсем не похож. Ты знаешь, говорит, он сделал операцию,
раньше снимали, сделал операцию себе, говорит, носа, у него перестали был его такой- снимать, да. такой, да. Перестали, вот поэтому такой злой. Выпрямил нос. Ну, да. Но я похохотал, потом еще было интересно. Этот самый Ильям Климов снимал кино, забыл какое-то это, и снял этого самого, такой косоглазый еврейский актер. Крамера. Крамер. Я, говорит, снимаю, тут какой-то пацан подходит и говорит, что вы делаете? Я, говорит, и стали Крамерова снимать с этими глазами. Потом, оказывается, он глаза выпрямил нос, перестали снимать. Да, он шар потерял. Потерял, мои ничего снимали. Я вспомнил Асек Джимабаевича покойного. Он со своим коммузом, он ездил, оказывается, я альтернативу делал о нем. Он объездил 61 страну, оказывается, коммузом. 61 стране был. И он рассказывал, однажды мы из Китая, говорит, вылетали, и менің местом, чал отыр дейді, в самолетта. Мен қуып едім дейді, ай, что здесь, это мое место, давай. Он говорит, послушно взял конец самолета, сел там, говорит. Он мне, говорит, руководитель советской делегации, говорит, шепчет, говорит, Асек, ты знаешь, кого ты прогнал? Ты Хо Ши Мина прогнал. Но самое интересное, через 2 года, говорит, мы в Вьетнам я поехал, говорит. И там Хо Ши Мин организовал в честь советской делегации банкет. И он узнал меня, говорит, через переводчика, говорит, стал говорить, я вас помню, вы меня тогда в самолете из Пекина летели, меня выгнали. Да. Мы, говорит, с ним обнялись. Я, говорит, он, говорит, запомнил это. И вот, возвращаясь к Асек Джумабаевичу, Булат Абдуллаевич Менжилкиев рассказывал, однажды в Советском Союзе раньше за границу, говорит, большую делегацию посылали там, какой-то коллектив большой, и к нему там 1-2 из союзных республик. Обязательно. А здесь, говорит, летел это самое, большой танец, знаменитый ансамбль танца Моисеева, да. И меня, говорит, из Кыргызстана, меня и одного человека, говорит, Калпака, с коммузом, говорит, оказывается, Джумабаев, Асек Байке. Мы летим, говорит, в самолете. И я, говорит, думаю, ну хорошо, мы прилетим. Метрополитен опера будем выступать. Ну, Моисеевский ансамбль весь мир знает, они танцуют. Ну, я пару опер там спою. А Мамак Сахал им говорит, от коммузом готовил. Ойло там, да. Ну, прилетели, говорит. Моисеевцы оттанцевали, я отпел. И на сцену вышел, говорит, этот Чукудай Волгон Аксакал, Халпан Гейвал. И ой, был, как, говорит, затянул, говорит. А там зритель такой, особый такой, при бабочках и смокингах. Они, говорят, стой, бис его, повтор попросили. И он говорит, как? Гуйдем чокту как ударил, говорит. А там хорошая акустика, а у него сильный голос оказался, говорит. Гуйдем чокту там вообще, говорит, упали все. Я, говорит, заплакал. Я, говорит, от умиления стоял за кулисами и заплакал. Пошел, говорит, купил бутылку виски, пришел к нему в номер и извинился, говорит, Байке, вечер поемыз, мен самолетта келатқанда ушинтип ойлодум элем, оказывается, мы с ним, говорит, вот так подружились. Айтурган, оказывается, тогда и Марбайке, и Геннадий Садырович, Төлөмиш Шукевич, Булат Төленович, Мелис Убукеев, они все были молодые парни. Да. Представляете, вы были молодые парни. И я помню, когда Убукеев поставил спектакль, вы пришли все? Да. Они все пришли. Да, пришли. Төлөмиш Шукевич, А там, да. Марбайке, Бексултанбайке пришли на восхождение Фудзияму, спектакль смотрели. Потом обсуждали, А потом противоречие было такое, потом морду били друг Да, другу. вот. Это потрясно. Вот, друзья, ты напомнила очень интересная вещь.
Я всегда, ты знаешь, между нами говоря, с Лукеем в одном классе учился в школе. Амир Сайдхулович не терпел. Нет, девушка, Критики он мы не на одной выносил, он не сидели, выносил. отцы наши, можно сказать, в школе учились вместе в 6-й школе. Потом ИСФАК кончили, он исторический, я филфак. И потом я стал писать, он писал, он был замечательным фотографом. И делал из меня фотоэтюды всегда, в газетах там выступал. Потом стал он режиссером, заказал мне, долго мне рассказывать, один сценарий. Я написал сценарий и говорю, там есть момент, когда она выбегает, эта героиня, и вот там, где есть пришиб на Иссыкуле, хотела броситься в море. Вот это все стоят, и она вернулась, потому что некуда деваться. Замечательный, говорит, сценарист. А мы на Иссыкуле работаем. Только знаешь, что говорит? Пускай на такси, а тогда 6, помнишь, это 8-местное такси было, зим. Вот. Пускай только шофером будет русский. Когда, говорит, эти самые, она вот так, крысы там ссорятся, дерутся, он сидит, это самый сержант милиции читает, ему плевать, что происходит с кризисом. Я говорю, нет, милиция. Как это так? Зачем? Ну, поссорились. И так не состоялось. Потом проходит много времени, вот вы хорошо рассказываете, он ставит. У нас был такой, не знаю, как я говорю, для чего ты работаешь? Ты должен нести добро. Людям и так тяжело жить. Показать, что будь честным, добрым, чистым, как это от Бога идет. Это моя позиция была. А я, так, короче говоря, часто из-за этого ссорились даже. Он поставил это «Воссожжение на Фудзияму». А до этого я видел это в постановке, в «Современнике» посмотрел. Галина Волчек. Да, Волчек поставил. Там, знаешь, мне очень понравилось, я впервые Ниелова, когда вот это, там в 2 словах, кто предателем оказался. И она ходит вся такая, говорит, неужели среди нас был предатель? Неужели никак не верится ей, что все друзья, а вот кто предал в 1937 году? Понимаешь? Как это могло быть? И вот это Волчек, это позиция Ефремова была, мне это всегда нравилось. И это, хорошо. Приходим, смотрим, замечательная постановка, она там главной роли вся из себя. Ты участвовала, да? Да, она в главной роли там театре, играет. да. Там же в театре. Иван в кино играла. Потом ты знаешь, что произошло? Я, потом собрались, это самое, после как, что ты молчишь? Я говорю, я потом тебе скажу. Почему? Я говорю, потом тебе скажу. А дело вот в чем. Дело в том, что он, я говорю, ты же совсем не Айтматов это. Айтмат такой, там он взял всю это самое, и мизансцену сделал по «Тайной вечере» по Иисусу Христу. Ты понимаешь? Это специально сделал. Она это, ты же, говорю, это мизансцена как «Тайная вечеря». Он мне дает, он думал, что никто не знает. Я говорю, ты специально сделал. А там он что говорит Иисус Христос? Вы знаете, он всех собирает и говорит в «Тайной вечере». Я знаю, кто-то из вас меня предаст, но я не знаю, кто. И на второй день Иуда предает его. Понимаешь? Это уже философия. И он делает так они все работают, любой из них может оказаться предателем. И там пошли, там на улице, там выпивали, зашли. Гуцерай говорит ко мне, Байке, скажите, чем вам спектакль не понравился? А они там, это самое, окей, все там что-то копошатся, что-то наливают. А она мне шепчет, как моя любимая актриса, ты знаешь что, ты мне очень не понравилась. Во-первых, говорю, смотри, все думают, что она играет актрису, да? Актрису. Все думают, простите меня, что все актрисы, бледушки, простите меня. И наши жены очень ревнуют, это... Легкое поведение. Легкое поведение актрисы. И она, значит, на сцене играет. И так наши жены ревнуют к актрисам, а тут еще она играет все время, приходит и вся из себя. У Айтматова этого не было, там она по-другому. Я говорю, во-первых, ты играешь испорченную женщину. Почему ты подходишь? А муж ее, это Советпек. Ты такого это не вам играла, показалось, да? наверное, так. Я совсем слушай, не такую я роль говорю, играла. Да? Ты Я такую говорю, играла? и Актрису. мы с ней стоим Нет, разговариваем. такую играла, Да, актрису, испорченную, которую что он ли? говорит. Так Ну, трактуется. Соблазняла, да? Нет, просто Лукеев- Марта Шимыч так воспринял. Нет, Но я Лукеев совсем не такой такую женщину задачу играла. поставил, Оксана да, интересная. Лукеев. Я совсем не такую актрису играла. Это Шакеева поет.
Нет, дело вот в чем. И меня говорит она, а они там что-то копошатся. Вам спектакль не понравился? Я говорю, мастерски поставлено, знаешь, мне и концепция не нравится. Он же сделал это под памятную вечеру, что любой из вас мог оказаться предателем. А ты же актрису играешь, кажется, из себя. И в это время подходит Убакеев. Что такое под этим делом? Что? Гульсара говорит, а Мару Байке, говорит, не понравился спектакль. Почему? Он говорит, что это концепция о том, что всех ты подлецами, пока, так сказал. Он подходит, а дело вот в чем, что тут хохма какая. Мы сидели всегда за одной партой, он был такой неуклюжий, и дрались, я всегда побивал его. Он подходит, ты что, говорит, это самое мне, оно же здоровое же, вообще, меня вот так. Что ты от этого хочешь, вот так мне? Я как дал ему, и это они сбежали, все держат, меня убьют. Вот так. Сердце не схватило его? Не, и нас еле-еле разняли. А эти не поймут, это Бекстан, потому что мне мелко-то. Они решили, что мы из-за нее пошли. Я говорю, не в этом дело. А он не говорит, а мы не скажем, почему. Вы ему дали, а она кокетливо ушла. Нет. Да, это увидели. Это увидели. А она сразу как, давай что терять, шум, гам. А это увидела Кулипова Мишаловна, да, и подумала. Но знаете, Это вот на что, улице было. Марта Ашимович, вот что ценно было в то время? В то время люди верили друг другу, люди по-настоящему восхищались и по-настоящему ненавидели, Да, по-настоящему рукоплескали и по-настоящему И в не лицо принимали. говорили, в лицо Понимаете, говорили. вот, да, В и лицо. вот в лицо Ай, говорили. Бабаджанат Джахпат в лицо Знаете, вот говорили, и в этом была такая ценность. Да. То есть, а сейчас вот время какой-то вот фейков, вот таких красивых этих фантиков, да, облаченных, а внутри что, не поймешь. Эта лампа оказалась. А мы ее не знали, помните, да, как она? Шамшир где-то нашел ее. Меня поразило ее, она маленькая, еще худенькая, да, и вот такие глаза, такие доверчивые. Среди волков оказалось. И поэтому она, в общем, Матёр. сыграла свою роль и стала вот величайшей актрисой. Мне вообще повезло, что вы уже тогда состоявшиеся, великие, талантливые люди, и я оказалась в этом коллективе. Не, ну Болот ее создал. Да. Да, Слепил. Вот он, Чокмурова, и это она сделала. Открыл. Открыл. Кстати, Чокмурова, Болот Пайке Тарымбасын, ему мы предложили, мы с Сатаром Атеевым. Мы сказали, я помню, Вы хорошо, предложили Болот, ему, Боке, давай, возьми этого художника. Попробуй. Он будет такой кыргызский Берт Ланкастер на коне. Да. Мы знали, мы уже дружили с Семен Кулбайке. Сатар же художник был. Мы бегали во двор к Семену Кулбайке, во дворе художественного училища он жил. Да, там он во дворе жил. Да, мы прибегали там с парой бутылок барматухой, он выносил свою мандолину, наигрывал. Добро, да, комус, да, и изображал кого-то там, очень хорошо, кстати, у него пародировал мимика была хорошая, прекрасно. поразительная. Или пел песни там, Кызылдырык там и так далее. Там. И мы тогда предложили Болоту. Мы говорим, Болот, попробуй, он художник, он не актер. Но у него фактура потрясающая. Ну да. Ну, про об этом говорила сегодня. Жалко, что дуэт Я был самое ни интересное- в первом учителе. Боке об ни этом в- никогда не говорил. Нет, тут интересно. Может быть, забыл? Я учился в художестве, это в музыкальном училище, а Семен художник. И мы были в одной волейбольной команде. И приходили там всегда, играли. И вот прошло много времени, он окончил это самое и стал заучем художественного училища. И как-то иду во дворе, он один, а я знаю, что я ему подавал, он бил. Один играет в волейбол сам, в трусах подпрыгивает и бьет. Я подумал, ай, да здесь станем играть. И вдруг появляется женщина и говорит, слышь, Чокмур, что? Подпиши чеки, что такое? Оказывается, он заучим. Он, представьте, заходит в трусах, подписывает, чтобы преподавателям оплатили. Вот когда Болот привел его, я его знал действительно, но я знаю, что голос-то у него не актерский. Вот я поразился, как я говорю, Болотик,
как, говорит, ничего, говорит, это кино мы из него сделаем. И он действительно сделал из него замечательную Он великого открыл. актера. Звезду. Да. Он открыл миру да. потрясающего Актера. Симонкула Вайка. Открыл просто. Я вот ребятам рассказывал, было интересно, когда мы оказались в Москве, вот когда они заканчивали 4-й курс. И как раз каникулы были, и с каникулом, ну там этот пригласил наш в ресторан, будущий режиссер их, долго задержались, нас милиция задержала. Меня и Чокмарова уже час ночи, и милиционер смотрит на нас. Первый раз милиция, я говорю, первый раз. Да Чокмаров говорит, а ты, я тоже. Ты давай, Володь, ты не первый раз, морда твоя знакомая, говорит. Я говорю, ну, может быть, вы выйдели в кино? 7-я пуля, ой, блин, как заорал. Оттуда эти выходят, что такое, говорит, закройте дверь. Открывает этот самый сейф, оттуда коньяк, и нас развезли. Вот такой был популярный. А как раз сняли же в Ташкенте этот фильм, «7-я пуля». Алик Хамраев. Хамраева, да. Вот такие бывали дела, черт возьми. На киностудии Довженко меня там пригласили какую-то роль играть, восточную историю. Прихожу в номер, и такая, вот с такой косой, вот с такими глазами, Айтруган. Ее тоже пригласили там на главную героиню играть. И вот там мы с ней познакомились. Я смотрю, какой-то ребенок такой открытыми, распахнутая такая. Ой, так-то, так-то, да. Потом ездили по Крещатику, где жил Параджанов, там в гостях были, с Параджановым встречались, он все это показывал. У него висело в потолке там стул вот этот венский, и ко дну была прицеплена жемчужная бусина. И там ходили какие-то молодые ребята такие, розовенькие. И картины висели, картины. Ну, там атмосфера была своеобразная. И вот там я, Айтурган, вот она запомнилась мне, как какая девчонка, такая вот еще... Запуганная. Да. Вот что она видит, она тоже сразу... Айтып салат, сюлеп салат, да, вот такая вот. И вот она вот это осталась вот так в памяти, вот, и вот это на этой ноте вот все время у меня ощущение, что она моя сестренка. Просто вот эта ее душевная открытость, это, наверное, это самое вот у нее ценное, вот то, что она, да, она и с любым режиссером может какой-то язык найти, какой-то поймать вот эту творческую ноту. Вот в этом плане, я думаю, что это такой актерская у нее, податливая эта девочка. Да. И это очень прекрасные качества. И балдары, вот ее характер переняли, балдары. Она святая. Помню, это Геннадий Садырович на 9-й Московский кинофестиваль. Мы с «Красным яблоком» участвовали. А он приехал туда со свитой, и главная королева Бакенеже. Он снимал «Зеницу ока». Болот Пишналиев и Бакенеже, Бакен Вадыкеева. И мы с Бакенеже в одном номере жили. И вот она каждый день Иличек, Бельдемчи, и все там Джинрала Бриджида, там куча, все эти итальянские звезды, Даниэль Альбрыхский, Витория Гасман, кто там еще был из этих... А они все вот так смотрели, потому что Ильичек, вот этот костюм, он же очень экзотичный. И это было очень такое зрелище. Я проход ее снял, в фильме есть. Но там «Враг попала», где Джина Лабриджида ее снимает. Она же хороший фотограф была. Да, там была выставка она ее. С фотоаппаратом увидела Бакенеже и снизу, и сверху стала снимать. И это «Враг попал» еще. Сюмин Кулагай был там. Там выставка Джины Лабриджиды была, фотовыставка была, да. И просто такое ощущение, что мы столько эпох пережили, да? Не одну эпоху, это совершенно разные времена, вообще исторические, политические, искусство, совершенно другое. Господи, такое ощущение, что как будто 3-4 жизни прожили. Кстати, вот кыргызское чудо Давыт Павел, да, Кереметов, да, вот они все были дипломники.
Да, в Вот основном. Чингис Таракулович и Шашен Субалевич, они вот привлекли на свой риск и страх только Что вот дипломников. было вот это тоже Вот, смотрите, дипломная работа. Первый У Гены учитель дипломная работа. Кончаловского, дипломная работа. Ну, была. то, что я рассказывал. Да. Шамшиева Трудная переправа у Диплом. Букеева, дипломная работа была. Манасчы. Бакайдын Жайта, Дипломная. дипломная работа была. Саманчының Океева. жолу Гены. Манасчы, Болото Шамши, Дипломная дипломная работа была. Материнское поле, Базарова, дипломная работа была. Все были дипломники, все были молодые дипломники, первые свои фильмы вот эти снимали. Поэтому вот когда-то, откуда пошло вот это крымское чудо? Оказывается, японец, да, сказал, или что-то там. Да. Вот. Так что они все были дипломники. Тут такая штука, что вот мы были постарше их, мы все время общались, это как фильм смотрели, обсуждали, все они слушали. Они жили вот как-то в единстве и понимали, что к чему. И поэтому они, ничего им не стоило защитить диплом и получить хорошее признание всемирного зрителя. Да. Потому что Мы уже жили- были подготовлены. Мы жили кадрами. Да. По улице идем, Нуртай, Раматлых Нуртай Барбеевич, Хадыржан Байке, там по улице идем, вдруг Нуртай, Нуке говорит, какой кадр, а сейчас бы снять, да? А Хадыржан Байке говорит, нет, вот не сейчас, а надо Солнце немножко зайдет. до восхода солнца снять. Вот кадрами Это жили. тоже вроде это самое. Кадрами жили, да. Да. Или видим, там идет там красивая девушка, да? Мы говорили, вот кадр, да, вот ее бы снять. Да. Нет, просто разговор пошло, вот иногда я вспоминаю, что юная была, пришла, и я говорю, что я горжусь, что я попала сразу же среди таких талантливых, очень известных. В среду в то такую, время. творческую. Да, творческую среду попала, и, конечно, меня это тоже вдохновило, потом помогло все это. И вот разговор пошел, что наивная была, она все она говорила. Я помню, что это Дом кино было. Часто у нас Дом кино премьера, а потом банкет и так далее. Я помню первый раз Бексултан Джакиев, Байкевис Рахмат. Мы же всегда же общались, мы все режиссеры семьями друг к другу ходили, общались и так далее. И вот банкет, мы все здороваемся, у меня была привычка всегда там, ой, там, Марбаке, там, обниматься, целоваться. А я ему тоже, ой, Бексултан Байке, там, свой. А он так повернул, меня губы поцеловал. Я так встала, подошла к болоту, что случилось? Я говорю, что ты, Бексултан Байке, мне губы поцеловал. Он говорит, ну ничего, иди пойти, как же ее звали, супругу я забыла. Савира. Да, Сабирайдже расскажи. А я без всяких иду и говорю, Сабирайдже, а вот Бексултан Байке мне губы поцеловал. Она говорит, я ему потом покажу, не обижайся. Вот типа такая я была, и потом уже говорили, ой, айтұрған жанында ештеңе айтпайлық, не надо делать, она барын төкпей шашып аялдарымызға айтып қояды екен. И вот такая я наивная, такая была. Ну, я помню еще, помните, закрытые фильмы, Дом кино, привозили итальянские, французские фильмы. В то время же не показывали эти фильмы в кинотеатре. В прокате не было. Да, этого. в прокате не было, только для киношников. Закрытые, да. В Доме кино закрытые. Там. Раз я пошла, два. Однажды Чингис Таракулович говорит, ай, Болот, ай, тұрғанда алып келіп еле қойбайсың бұл. Здесь такие сцены, потому что во мне видел ребенок еще. Зачем такие Сексуальные фильмы? сцены. Да. Потом я уже стеснялась, и потом уже говорила, ой, а какой, там можно мне смотреть этот фильм или нельзя? Я уже сама не ходила. Было, ты разрешал, не разрешал, да? Разрешал, не разрешал. Да. Про неглиже, вот говорите же, я хотела сказать, первый нас, значит, в ГДР повезли, советская делегация, и в этой советской делегации была Вия Артмане, потом еще кто-то советских актрис, ну и я с Болотом, и нас немцы возят, ну, банкет и так далее, потом говорят, вечером будет банкет и так далее, а мы, женщины, все говорят, все, пойдем отоваримся в магазин, пойдем что-нибудь купим.
Ну, а я вообще молодая тогда, а эти уже состоявшиеся и знаменитые Жизненные. актрисы. Я с ними слушаюсь, идем, и в магазине мы купили какие-то такие красивые платья, длинные, Макси купили. Одели и идем, этот банкет, выходим. Джиргат, короче. Потом нам прибегает и говорит, вы че, говорит, это ночнушки? Ночные вот эти пеньюары. Пеньюары. Оказывается, мы купили ночные пеньюары и думали, что это вечернее платье, и вышли на этот банкет. Асек Джумабаевич говорит, он много ездил за границу, он говорит, вот всегда в делегации один человек из КГБ был. Да, всегда. Да, Постоянно, мне да. тоже говорили, да, обязательно. Один раз, делегация. говорит, Чили, я вышел в город Сантьяго, вышел так, посмотреть просто город, возле отеля, вокруг, чуть-чуть так. И киоск, говорит, и киоск, это журналы, полуобнаженные натуры там. И я, говорит, посмотрел туда-сюда и на журналы. Смотрю, говорит, на женщин. И вдруг меня это кто-то в плечо говорит, товарищ Джумабаев, идите в отель. Я посмотрел, Это всегда да. Кто-то был из КГБ. Гибеке? КГБшник. Ну, это Ну, всегда среди было. делегации обязательно кто-то был, как бы, Да, как, да. как бы из Госкино или там и кто-то там, обязательно. Нельзя смотреть. Нельзя. Образ Гульсара. Вообще, знаете, вот мне как бы не хотелось бы, чтобы мы только были людьми вспоминающими. Мне кажется, и Геннадий Садырович, и Март Ашимович, тем более Айтурган, мы довольно еще дееспособные. Поэтому, надо знаете, вот, списывать, не как надо. сказать, вот жизнь, она не только в прошлом, жизнь, она сегодня, и жизнь еще завтра. То есть я, например, никогда не берусь осудить сегодняшних режиссеров, потому что есть понятие место, время, люди, да? Время. Потому что время – это такой один из основных персонажей, который диктует эту жизнь, в которой мы живем, эти правила игры, это правила восприятия этой жизни. Поэтому я абсолютно не берусь их осуждать, а наоборот, я думаю, какие они молодцы. Тырмаландап что-то пытаются сегодня делать, вникнуть, найти какой-то подход к этой жизни. Нет, ну, И я хотя бы думаю, что... спросить у этих метров, с ними посоветоваться. Понимаешь, это язык кино сегодня тоже совершенно другой, потому что жизнь совершенно другая. Поэтому я думаю, что мы... другое дело, что наш жизненный опыт, наш профессиональный опыт, он нам дает возможность взглянуть на сегодняшнюю жизнь и показать с нашей вот позиции, с нашей призмы, осветить сегодняшнюю жизнь. А не так, что вот тогда была жизнь, а вот сегодня не та жизнь. Нет, сегодня замечательная, прекрасная жизнь. Представляете? Они не хотят, чтобы мы им помогали. Да, Они не хотят. В них преобладает Özümbilem de самовлюбленность, geldi, özümbilem. самолюбие. Нет, Ко мне стесняется подходил, вам подходить, ко мне наоборот, подходил, стесняется. ко мне подходил один режиссер сегодняшний. Байке, там, вы сейчас снимаете, там, можно у вас там поработать? Я тогда сказал, я не снимаю, потому что у меня денег нету. А вот сейчас снимает мастер Болот Толенович Шамшиев. Вот он запускался с незавершенным фильмом. Тайна Орехова. Я говорю, идите к нему в киностудию, напроситесь рабочим, помощникам, ассистентам, будьте рядом с ним. Следите, смотрите, как он работает с актерами, как он разводит мизансцену, как он ставит кадр с оператором. Следите, учитесь, вот это будет вам школой. Потом я у Манаса спрашивал, Манас был оператором, я говорю, приходил к вам молодой? Он говорит, нет, не приходил. Не придут, не хотят Нет, учиться. это хорошо, Гульсара, хорошо, что они пытаются снимать, да, но это идет в каком-то однобоком. Они пытаются рассмешить меня, как зрителя. Все время какие-то комедии пытаются снимать там, про какие-то тои, про то, что он не женат, про то, что она в этом году выйдет замуж, и так далее, и так далее, да.
Понимаете? Сценарий Вот хороших нет. сегодняшняя жизнь, сегодняшние возможности дают огромный материал. У нас свои коррупционеры, у нас свои проститутки, у нас свои киллеры, у нас свои разбойники, у нас свои богатые, у нас свои бедные, у нас свои нищие. Понимаешь? Можно социальный охват громадный, можно снять потрясающую и драму, и мелодраму, и трагедию. Но у них все идет однобоко, все время какие-то комедии. Ну, это как бы естественный отбор. Как Тут будто будет- для Ожского базара вот они снимают там одноразовый. Даже народ это понимать стал, Гульсаров. Мне встречает, говорит, ай, мол, хохмаштарды, наверное, кино тартқылачы балдар. Вы, старики, что-то вы давно не снимаете. Нам надоели их комедии снимать. я тоже часто слышу, Это да. всё. Понимаете? Поэтому я за то, чтобы они снимали. Я радуюсь, что мы сегодня снимаем. Очень много фильмов сегодня снимается. Я наблюдал, один раз на улице проходил, там съемка шли, я остановился невдалеке, так, наблюдал, как они снимают, на фотоаппарат снимали, поставили фотоаппарат Да, на нет. штатив и снимали, и режиссер этому актеру говорит, sen butun menem o Van Damme'дай gelip montup, Ван Дамдай gelip vurgun. А тот не знает, кто такой Ван Дам. И как Ван Дам там бутумен урган билбейт. Кандай кайсы Ван Дам дейт. Ван Дамдай билбейсиң де Ван Дам бутумен карата. Вот так они работают с актерами. Вы знаете что? Поверьте мне, как профессиональному филологу, в мире нет такого фольклора, как у нас. У нас Бияхта Турсун. Малые эпосы. Сколько красоты там заложено. Когда мы вот вышли вперед, узбеки, таджики стали снимать всякие мифы, сказки, и даже казахи. И этим вышли, потому что там столько материала, столько красоты человеческого духа. Что там все есть, все заложено. Все страсти Все есть. человеческие. Да. Ради Бога, красиво, все. Во-первых, это самоутверждение нации, показать его хугу на то, что я говорил неоднократно. Посмотрите, что народ кыргызы. Что было в древности, жили в горах, а что создавали? Нету ни в мире. Все эпосы, соберите мира, кыргызга жетпейт. Уж он эти плавно вандыргадай. Білмейте, сен айтқандай, как, не знаю, как Ван Дам ногой был. Уходите, конечно.